Здравствуйте, меня зовут Яковлева Капиталина Максимовна. Я кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Северо-Восточного федерального университета. Тема моего исследования касается вот как раз украшений. И сегодня мы хотели поговорить с вами о украшениях повседневной жизни, о современных украшениях, которые вот в нашей с вами современной жизни, в наши будни, какую роль играет, и вообще нужны ли традиционные украшения вот для нас, для современных людей, И в этом плане, конечно, вот вы можете увидеть различные виды украшений, как традиционной формы, так и этно-стили. Вот. И здесь же, тут нужно сразу сказать, что вообще якутская женщина, якутская девушка издревле считалась, что она обязательно носит украшения. Это вот, если мы говорим о полном комплекте, то это были и серьги, и кольца, перстни, и линка-линка-бихар, это переднее нагрудное наспинное украшение, Вот. И в этом плане, конечно, полный комплект одевали это только по праздникам, то есть, вот, например, приближающийся наш самый любимый праздник традиционный во время Сеха, в этот день девушки, женщины, они полностью одевали весь комплект украшений серебряных, и при этом этим самым показывали свой статус своего рода, непосредственно рода своей семьи, по мужу, может быть, или же наоборот по отцу. А в нашей с вами современной жизни мы также, любим украшать, любим одевать украшения именно и на праздники, и не только на Эсэх, то есть и на другие праздники, но при этом можно же и носить и в повседневной жизни, То же самое, например, если мы говорим о традиционном времени, то здесь обязательным были серьги. Сегодня, в наши дни, мы тоже любим очень с вами серьги, но самый традиционный вариант – это лировидные серьги. Лировидные серьги, они считаются сейчас, на сегодняшний день самой такой традиционной формой. Но если говорить об истории, то такие серьги, у них удивительная история. Почему? Потому что в свое время таких серег, в принципе, в якутском комплекте украшений не было. Они появились, как считают исследователи, тот же, например, Зыков, что они появились под влиянием даже русской культуры. То есть здесь он видит не лиру, как мы привыкли сейчас говорить, а он говорит, что мастера повторили серьги, которые были так называемые серьги-голубцы из русского традиционного комплекта украшений, получается, которые были тогда очень распространены в XIX веке. Сейчас же, мы такое украшение в основном воспринимаем как более такое, даже можно сказать, не только для эстетики, но и как вещь такую, как сакральную даже, можно сказать, как оберег. Почему? Потому что цветущая лира, она существует на многих украшениях, если посмотрите внимательно, здесь получается тоже есть, например, на нагрудных украшениях также есть, Цветущая лира – это символ непосредственно, который связан с богинями якутского пантеона, это Еяхсит и Аигыт, И для женщины две эти богини, они всегда были очень важны. Почему? В том плане, что они как раз отвечали за самое главное предназначение женщины, за деторождение. То есть здесь же то есть получается, что данный лировидный узор на украшениях, он оберегает женщину именно в тот период, в традиционное время считалось, когда женщине это очень сильно надо, то есть самый такой пубертатный период получается, И цветущая лира также, если мы говорим о современных украшениях, также еще, смотрите, допустим, тоже есть, она не только связана с деторождением конкретно, но и с процветанием, с удачей, именно со стороны женщины получается, потому что все-таки женский мир, он немножко другой от мужского мира, Также мы на всех украшениях, на современных украшениях видим солярные знаки. Вообще, если мы говорим о традиционном комплекте, то считалось, что у девушки должно быть 3 солнца, то есть
одно солнце вот на шапке тогахтай, да, или на бастыня получается, одно на нагрудном украшении, как, например, вот здесь, да, или же, и третье, вернее, уже на поясном украшении. Вот, почему солярные знаки? Вообще солярных знаков очень много в якутской культуре, тут опять же можно сережки посмотреть. Вот, да, почему очень много солярных знаков? Вот опять же солярный знак, потому что солярный знак, потому что вот якуты считали себя людьми белого солнца, да, то есть мы поклоняемся солнцу, считают себя потомками даже, вот получается, тех непосредственно богов, которые близки к солнцу, да. Вот, и в этом плане, конечно, солнце, ну и здесь еще нужно сказать о тех условиях, в которых мы живем, потому что солнце — это жизнь, солнце — это новая эпопея, можно сказать, жизни, да, это именно то, что дает тепло, свет, процветание, опять же, да, это в то время, когда вот обильно растет трава, пасутся вот скот, допустим, да, в это время проходит исэх, играют свадьбы, то есть именно вот солнце, оно оберегает человека, и действительно носить солнце вот особенно на груди, да, вот, допустим, это очень важно. Здесь, опять же, мы говорим не только об эстетической точке зрения, да, конечно, это красиво, а с другой стороны, солнце, оно же, вот смотрите, очень важно было, опять же, девушке, мы возвращаемся к этой теме, да, девушке, женщине носить его на груди. Угу. Вот, именно в тот период жизни, когда ей нужно было это, особенно нужно было. А это был такой период, когда она переходила из одного статуса в другой. Например, она была незамужней, да, вот девушкой на выданье, и вот она выходит замуж, переходит в род другого, своего мужа, получается, в другой род, да, покидает свою семью, покидает свой отчий дом, и уже в новом статусе она уже должна была, значит, перейти в новую категорию, в категорию матери, в категорию жены, да, хозяйки дома. И в это время вот особенно важно было, чтобы именно украшения, они несли такой какой-то определенный сакральный характер, да, оберегающий, магическая функция, мы называем это. И вот когда девушку в то время, в традиционный период готовили на выданье, то украшения делались специально для нее. Из-за этого мастера готовили украшения таким образом, чтобы именно они были именные, получается, да. Сейчас же в наше время, когда мы, в принципе, с вами выбираем на свой вкус и по своему желанию, то мы, вот если понравилось украшение, нужно его брать, значит, оно ваше, да, нужно сразу покупать. Почему? Потому что, значит, оно будет вас оберегать, особенно в серебре, потому что серебро — это вот белый металл, звон белого металла, он только звон даже, да, белого металла, серебра, он отпугивает злых духов, особенно вот с подвесками, да, вот важны украшения, когда при ходьбе, чтобы они издавали вот такой звенящий звук, да, вот. Почему? Потому что вот таким образом мы себя оберегаем не только от злых духов, но плюс еще от дурного, вот с глаза, да, от зависти, или если, например, кто-то что-то про человека плохо говорит, например, да, вот. И вот звон металла, он всегда считался таким очищающим. Особенно нужно было закрывать не только вот грудь, но плюс ко всему это уши, да. Вообще считалось, что серьги носить обязательно. Притом серьги носили даже в традиционный период, мы-то сейчас практически всегда носим серьги, да, в традиционный период не только в праздничные дни, но и нужно было носить вообще в будни, с детства и даже в старости. При том, что женщины в возрасте, они носили серьги, только серьги и кольца, уже вот такого обилия не было, да. Почему? Потому что считалось, что вот через уши у человека может покинуть его душа. Но здесь нужно говорить о троединстве души якутов, да. И серьги, они таким определенным образом, они замыкали именно выход души человека, да, а душа, Боркут, вообще могла выйти через ухо в виде там вошки какой определенной, да. В других культурах даже есть такое, что специально прокалывали уши и серьги носили только для того, чтобы, у народов Амура это есть, да, что носили серьги только для того, чтобы не заживала дырочка в мочке уха, потому что это было важно в потусторонней жизни, в той жизни, да, вот, которая нас
всех, в принципе, ждет. Вот. Но сейчас, так как тогда-то, конечно, да, в традиционный период все боялись злых духов, ну, как боялись там того, что душа покинет и так далее, да, почему? Потому что, опять же, это связано, ну, с развитием медицины, тут нужно сказать, да, ну, на сегодняшний день более всего, конечно, серьги это носит у нас сейчас эстетический характер, но все же, все равно, вот, да, определенная форма серег, вот, круг, лира, опять же, да, процветающие лиры в виде узоров, они, конечно, все равно несут такой вот характер, как оберега, потому что серьги, они всегда рядом, они всегда близки человеку, да, и это именно то украшение, которое можно носить действительно каждый день, да, особенно очень интересных форм, допустим. И вот, например, вот здесь на серьгах мы с вами можем увидеть не только лиру, но и знак солнечный, да, вот солярные знаки. Вот, ну, таким вот образом.